Этот доспех стоит в действительности особняком. Такой метод защиты и шнуровки и самого, значит, хозяина доспеха практически нигде не встречался. Набивали вот эту всю одежду, здесь видите у него губанаки называется по-абхазски, если губанаки. У него здесь несколько слоев тканей. В старину сюда набивали грубый шелк, потому что шелк, он приравнивается по крепости к стали вообще. Доспех весит 7,5, шлем 2, ну щит где-то килограмма 2, наверное. Это щит кулачный. Вот, у него специальные ремни, он может его на плечи закинуть, за спину. А кулачный, ну мы как привыкли, что обычно на щите рука так, да? Так рука отсохнет, пару раз ударят, и у вас плечо онемеет. А здесь кулачный для того, чтобы можно было не просто отразить удар, а отвести его. Ежегодно мы проводим выставку. Мастера наши, входящие в состав Союза, представляют свои работы, из которых наилучшая работа художественное оружие отбирается и остается в фонде Союза для последующего при создании экспозиционного зала, то есть своего зала, где будут выставляться художественные работы наших мастеров, накопленное древнее оружие, переданное от предков. В Союз входит около, сейчас на данном этапе, 15 человек, но там не только кузнецы, там у нас профессиональные историки, археологи, этнографы. Есть один мастер, работающий, шорник называли раньше, работающий по коже. Нам передали одну из башен северо-западной за нашей спиной, которая находится. Сейчас там ведутся раскопки. После окончания раскопок планируется провести экспертами необходимые расчеты и организовать именно на территории этой башни уже экспозиционный зал для Союза оружейников. Кроме того, у нас в планах проводить как мастер-классы, так и привлечение молодежи, проводить лекции, обучать, если появятся желающие этому ремеслу, чтобы ремесло не терялось, чтобы оно жило.